меня для тебя хорошие новости. Сегодня я покажу тебе десятку крутых игр для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. Ставь лайк, если уже на каникулах, и комментарий, который соберет больше всего лайков, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку, и мы с тобой начинаем ролик. Ты сам создаешь свою историю. Когда я запускал эту игру, никто мне не объяснял, что делать. Нет подсказок, нет стрелок, просто город, в котором что-то явно не так. Ты ходишь по улицам, где исчезают люди, находишь предметы, решаешь головоломки, сталкиваешься с ведьмой по имени Ванда. Иногда становится страшно, иногда странно, а иногда просто интересно, что будет дальше. Игра не берет тебя за руку, она как будто говорит: вот тебе мир, хочешь — исследуй, хочешь — рискуй, все зависит от тебя. Ты сам выбираешь, куда тебе идти, что взять, что открыть. Каждое решение — это как кусок твоей истории. Тут нет правильного пути. Ты просто играешь, ошибаешься, пугаешься. Это не просто хоррор, это игра, в которой ты сам создаешь то, что потом будешь вспоминать. Может, не особо идеально, зато по-своему. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. Прикольный симулятор, предлагающий попробовать себя в роли пожарного, спасателем вместе со своей командой. Вы будете оказываться в самых разных ситуациях и происшествиях, во время которых предстоит демонстрировать профессионализм и потрясающую выручку, мгновенно оценивать ситуацию, приступая к реализации тех или иных манипуляций, ну и так далее. Сценариев довольно много для того, чтобы детально и развернуто протестить инструменты, технику и собственные способности персонажа. И игрушка не оставит равнодушным ни одного фаната жанра. Так что советую поиграть. Привет. Пожалуйста, передай привет Диме. Привет передан Диме, всем Димам. Даже тому Диме, который в далеком будущем будет сидеть в мехе и вспоминать этот комментарий. И да, Дима, если ты это слышишь, знай, ты легенда. И, кстати, братишка, если тоже хочешь попасть в ролик, то пиши какой-нибудь интересный вопрос. Ну или просто передавай себе привет. Сначала ты просто просыпаешься на пляже. Солнце, пальмы, все красиво. О, это же отпуск, думаешь ты. А потом тебя бьет молния прямо в лицо, и ты понимаешь, что что-то тут явно не так. Ты строишь лодку, плывешь к своему острову, собираешь кокосы, пытаешься выжить. А потом внезапно жаба с мачете, медуза, которая ест твой рассудок, шторм, который рвет весь экран на куски. Каждое движение — риск, каждая ночь — шанс погибнуть от комара. Это не просто симулятор выживания. Это как если бы Миядзаки и разработчики Террария напились и такие: а давай сделаем остров, где буквально все странно. И это все хочет тебя замочить. И ты страдаешь. Но при этом тебе нравится. Потому что в этом хаосе странная гармония. Ты не играешь в игру. Ты как будто попадаешь в нее, как в сон, где просто так тебя может съесть морской лев, когда ты плывешь. Одна арена, 2 колоды, 5 жизней, никаких шансов на ошибку. Ты проснулся на поле боя, в руке колода карт и 5 героев в ней. На другом конце враг. Игра, которая позволяет окунуться в мир эпичных сражений героев. В Лодос ты сможешь собрать свою уникальную боевую колоду из карт героев и сразиться с другими игроками. PvP-боях в реальном времени. Действие игры в стиле мерч карт гейм разворачивается на арене с автобоем. Вам предстоит использовать стратегическое мышление и умение составлять колоду, чтобы победить противника. Каждое решение как шахматный ход, но под таймер. Объединяешь героев, и они становятся сильнее. 3-й уровень слияния. 1-я способность. 5-й. Супермерч. Момент, когда твоя армия превращается в армию легенд. Но этого мало. Нужно думать, куда поставить, что усилить, разбить ли камень, уволить героя ради пары монет. А время идет. Противник делает ход, и ты понимаешь, это не просто игра. Это война умов. Это Лудус. В этой игрушке на экране закат, пустыня и вражеский самолет, летящий навстречу. И в этот момент ты не игрок, ты пилот, легенда и немного Том Круз. Управление простое, но каждая схватка как сценарий фильма. Кто первый залетит в хвост, тот и выживет. Пируэты, самолеты, вспышки. А потом открываются новые самолеты, раскраски, апгрейды, способности. Как будто кастомизируешь своего перса для финальной битвы. Хочешь быть ассасином? Без проблем. Хочешь быть сверкающим бойцом? С неоном на борту? Пожалуйста. И все это на фоне огромных карт. Каньоны, айсберги, грозы, ночные миссии. Каждая карта как крутая декорация. И ты не просто побеждаешь. Ты летишь так, будто за тобой смотрит весь зал кинотеатра. Можешь почаще ролики выпускать.
График будет таким. Раз в неделю стараюсь. А если серьезно, держу темп, но Ютубу иногда надо подкидывать жертвы в виде сна и личной жизни. Так что я вас никогда не забываю. А еще можешь залететь в телегу. Там много интересного, частенько бываю в чате. Эта игра не про баскетбол. Это про выйти на улицу, надеть яркие кроссы и сделать слэм-данк, чтобы тебя услышали. Собираешь команду. Каждый персонаж будто сошел с упаковки энергетика. Один с ирокезом и татухами, второй в очках и бронежилете. Матчи бодрые, дерзкие, прыжки через полплощадки, блоки в 2 метрах. А реализм когда-то тут точно был. Зато фан живее всех живых. Тут ручное управление, ты можешь комбить, защищать и выкручиваться. Игра довольно взрывная. Стиль, темп, контроль и в целом довольно круто. Говорят, был когда-то город, где можно было повернуть время назад. Не для всех, конечно. Только для одной девушки с камерой по имени Макс. Тихая, со взглядом, в котором больше вопросов, чем ответов. Также тут есть ее подруга Хлоя. Резкая, упрямая, но честная. Они искали девушку по имени Рэйчел, а нашли гораздо больше лжи, тайн, решений, которые невозможно принять и невозможно не пожалеть. В этой истории нет врагов, есть только последствия. Каждое действие как камушек в воду. Круги расходятся. И кто знает, кого они заденут. Музыка в игре будто подобрана для осени. Внутри тебя. Каждый кадр как фото, которое хотелось бы распечатать. Каждый выбор как узелок на душе. Ты помнишь, как оно было, но не уверен, что поступил бы так сейчас. Я был там, я прошел эту историю. Не все понял, но многое почувствовал. И до сих пор, когда идет дождь, мне кажется, что где-то снова внутри та самая музыка из игры. Очень кайфовая, честно. Очень кайфовая история, поэтому советую поиграть. Братишка, постой, не перематывай. Я попрошу тебя об одной важной вещи. Это нажать лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И, как обычно, всем новичкам добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов, а со старичков по лайку. Ну а мы с тобой двигаемся к следующей игре. Я зашел сюда, думал, ща будет тактика, экшен, как в аниме. А через 5 минут я не понимал, где я, кто я и почему мой персонаж превратился в слайд-шоу. Тут можно переключаться между 2D и 3D боем. Круто, на словах да, на деле. Минус ориентирование, плюс фейспалм. Ты прыгаешь, бегаешь, стреляешь и тут бах, враг просто исчезает. Ты ставишь ловушку, а он появляется на потолке. Ты кидаешь гранату, а она просто возвращается обратно в тебя. Это точно игра, не эксперимент. И вот вроде все глючит, местами непонятно. И вроде даже забавно, смешно, потому что один тиммейт застрял в стене, второй делает комбо в воздухе, третий вообще походу ушел пить чай. И как по мне, игрушка взяла с себя все от Валоранта, Геншина, Киберпанк, аниме. И все это дело сварили в одном чайнике, но при этом забыли снять с огня. Говорят, был такой лес, где каждое дерево шептало, где ты мог часами идти по лесу, а потом замирать, потому что рядом кто-то смотрит. В этой игре ты не просто стреляешь, ты живешь в природе, ты вдыхаешь туман утром, смотришь в оптику, прислушиваешься к шагам, и вдруг оленя уже нет. Ты изучаешь повадки зверей, выбираешь оружие, настраиваешься, будто бы перед настоящим походом. Игра сложная, но в этом и прикол. Никакой беготни по маркерам. Ты сам решаешь, куда идти, кого выслеживать и когда нажимаешь на курок. А может вообще не нажимать. Way of the Hunter — это не игра на вечер. Это история, в которую заходят не ради экшена, а ради тишины между выстрелами. Прикольно звучит. Эта игра не дает тебе роли, она дает тебе возможность. Хочешь взлететь на джетпаке прямо в центр боя, как безумные герои из аниме? Или хочешь покататься на мехе и выносить половину карты одним залпом? Или быть тихим снайпером, сидящим в углу, но решающим в матче? Ты сам выбираешь, как играть, и в какой-то момент замечаешь, ты не просто игрок, ты один из выживших в мире после катастрофы. Ты борешься за ресурсы, за свою команду, за то, что еще осталось от цивилизации, но при этом и за свою личную роль в этой истории. Кто ты? Тактик, берсерк. Тот, кто спасает. Или тот, кто просто идет напролом. Эта игра как зеркало. Она не спрашивает, она показывает. Выбери своего героя. Возьми пушку, запрыгни в тачку и узнай, кто ты, когда вокруг тебя все рушится.
Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это у нас оригинальная Subnautica, которая обещается выйти уже 8 июля. Выглядит очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.